Слушайте, видите, какой у нас первый урожай? Сегодня 1 апреля, можно обманывать. Где-то у нас огурцы, картишоны. Как вовремя они у нас куплены. Вообще у нас пересадка идет. Вот такие они у нас уже. Тут где-то помидорчик затесался. Вот. Единственное семечко. Из 20. Ну вот еще, вот этот еще дохлик, тоже помидор. Будем пересаживать. Взяли вот такие. Санютка сегодня купили чашки. 2 таких и 2 таких. Посмотрим, какие будут удобнее. И потом докупим. Потом купили, чтобы дренаж был у нас. Земля у нас осталась с горзеленхоза. Остаточки. И мы еще купили грунт. Вот наш грунт. Для выращивания всех видов овощных, зеленых, цветочных культур и рассады. 10 литров притащили грунта. Вот, так что наша работка на вечер с Анюткой. Все, пересадили этот огурчик у нас в глубокой. Эти 2 поменьше тарелочка. Эти тоже 2, эти тоже 2. И 2 дохленьких помидорчика. Даже уже вообще на помидоры не надеюсь, что это какое-то извращение. Какие-то тут мероприятия. Всем привет! Сегодня 3 апреля. На улице плюс 14 градусов. Сегодня первый раз иду без шапки. Ой, проблема была, что одеть. Мы не готовы к 14 градусов тепла. Не готовы. Мы знаем, что одеть минус 30, минус 20, минус 10, в 0, плюс 5, а плюс 14 нет. Ой, кошмар какой. Вообще, представляете? 3 апреля. Это как это? Это как это? Такого никогда не было. Вот. Сумасшествие. Вчера прочитала на сайте, что Газпром парк готов на 70%. Сдача его будет в 2027 году. Но это до конца парка. А первая часть уже будет готова. И открытие будет этого парка на День нефтяной и газовой промышленности. То есть в этом году. Так что ждем. Какой у нас алый закат. И он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи и отправлюсь за тобой. Чистая река.
Там вот видно, как выжму, видишь? Падает. Так. Или вот на эту кинуть, или туда. Я не знаю. Ну давай сюда, вот сюда, вот этот, на этот кончик. Раз, два, с силы. 3. Да. Ну как так-то? Ну чуть-чуть не туда. Блин, пойти еще за камнем. Я тут камушки ищу, чтобы лед побить, а камней тут нету. Ни одного. Ну, там мы найдем. Всем привет! Сегодня 5 апреля, день геолога. Он отмечается в первое воскресенье апреля. Да, на обратном пути заберем. Вот. А еще сегодня вербное воскресенье. Надо будет найти вербочки. У нас сейчас с прошлого года остались, но мы еще новые поищем. Разные типы тепловозов, да? Вот такой вот двойной и вот такой вот единичный. Вот тоже двойной. Идем помогать льду отслоиться. У-у-у. Я думала, вы в хвостик будете. Туда прям? Да, хвостик. Не, еще ближе. Ты быстрый? Нет, два тыкай. Один? Какой? Вот этот? Я главное, что в очки не смотрю. О. Аня, а ты-то подавай. Давай, хоть один-то кинь. Так что ты боишься-то? Конечно, Ань, попробуй. У меня он теперь влево улетает. Давай, попробуй. А, Ваня один. Давай ты. Надо в левее кинуть. Так, телефон. Патроны. Ничего себе. Тут у нас люди ходят. О, смельчаки-то. Ребята, вы куда? Так, вы шатаете мост, и я шатаюсь.
Заехали, вербочек нарвали. Такие у меня они крупненькие, да у меня не такие большие. Вот такие вот макушечки. Их, кстати, очень мало таких. Это вот мы одно дерево там вот зашли туда на угол. И вот такие вербочки крупные. А так в основном деревья все стоят еще лысые. Даже почек нет. Маленькие, может быть, такие. Все. Поэтому не так-то просто было найти. А такие следы, это каждому дереву такие люди. Видно, что ходили до нас, протоптанные. Да. Сейчас посмотрим на Ижму. Совершенно другая картина. Не как Усть-Ухта. Качели тоже все открытое место. Видишь, значит, солнечно. Да. Там можно до качель дойти. Пам-пам. Значит, и видишь, и Печора тоже стоит, значит. Да. Хотя в той стороне, где Ухта впадает в Ижму, там Ижма открытая. Опа. Идем на качели. Вон они. А здесь леску сухую, да? Совсем все по-другому. Ага. Ой, какая красота. Видишь, солнечная сторона. Где ты сама? О, прикол, да? Шестое апреля, на улице плюс 8 градусов. Хорошо так. Девятое апреля. На улице 0 градусов. Сегодня было ночью минус 11. Всем привет! Сегодня 10 апреля. На улице плюс 4 градуса. Яркое солнышко. Ощущение, как будто все 10. Тепло. Вот. Снег у нас так и не выпал. Вот как вот в Сыктывкаре, в Яринске. У нас вот как было сухо, так и есть. Кстати, везде в новостях показывают, что в средней полосе в городах выпал снег. Ну, много где. А у нас на севере ничего не выпало. Поэтому у нас на севере теплее, чем в средней полосе. Ой, прикол, конечно. Снега совсем немножко осталось. Такие проталинки. Ой, какая красота! Лепота! Сегодня будем делать пасхальные куличи. Взяли стакан молока, половинку разогрели в микроволновке, положили чайную ложечку сахарного песка и полстакана муки. Муку я всегда просеиваю. И поставила опару. Опару поставила на водяную баню. Что у меня здесь за водяная баня? Там у меня цукаты, изюм. Я чуть-чуть прокипятила. Выключила настаивать, разбухать изюм. И сюда поставила опару. Ждем 15-20 минут. Она почему-то у меня не пузырится, просто поднимается кверху. Дрожжи у меня сырые. 3 яйца.
И белки, и желтки вместе. Иногда вот так включаю периодически 50 для поддержания температуры. Вот так вот поставила в духовку. Подниматься, медленно поднимается, но что-то поднимается. Пузырьков сильно не вижу. Так, здесь прокипяченный изюм. Сейчас будем красить яйца. Вот моя красочка. 3 цвета. И перчатки в комплекте. Так, смотрите, как у меня уже сбродилось, все пышет. О, смотри, как пышет. Ну, а похмеляемся. Сейчас у нас... Покажи, Вов. Какую водку-то будем заливать. 2 столовые ложечки. Водка, кстати, у нас это стоит с 23 февраля. Вот так мы потребляем алкоголь. Так, Ну, 23 февраля пить. давай. 2 столовые? Да, 2 столовые ложки. Называется 2 в одном. Раз. Всё? Раз, да. Так, без результата. Так, мы сюда добавили изюм, урюк и апельсин. Я потерла на терочке кожурку. Вот туда все мы внесли. Вот такое тесто. Сейчас буду в формочки закладывать на 1/3. У нас тут украшения к Пасхе. Так палево. Пшено взяли, чтобы кормить уточек. Нет. Сейчас пойдем морить. Течение очень такое быстрое. Самое интересное, что у нас здесь еще стоит лед. Так что наша чебюшка-то еще не открылась полностью. Вау! Так, я смотрю, они писали на рынок, да? Здесь работают. Какой у нас красивый закат. Что такое за красота-то у нас? Может, до конца доедем? Да, едем. Посмотрим. А, мы как раз попали в 19:00.
там все желтое, тут все красное. Обалдеть. И в окнах вот этот закат отражается. У всех у людей красные окна. Обалдеть. Что это такое? Интересное. Да, у всех отсвечивает. Кстати, сегодня Великая Суббота. Вчера была Страстная Пятница. Четверг был чистый. И завтра будет Пасха. Праздник. Вот и такой закат. Красивый. Красный. Необычно. Обычно красный закат это сильным ветрам. Не знаю насколько. Вау. Смотри, как это красиво. Ну, Иисус в воскресе. воистину воскресе. Ты попой или передом? Без разницы. Мы с вами находимся на реке Сидью. Вы думаете, мы поехали домой? Нет. Мы едем дальше, в Сосногорск. Доедем до своего карьера, где на 9 мая обычно все жарят шашлык. Посмотрим, как там снег, растаял, не растаял, можно ли там проехать, нет. Ну ничего, смотри тут. Доехали мы. Когда в какой-то раз тут заезжали, тут что-то еле-еле, да, было? Все, это уже занято. Нет, не занят, не занят. Он выезжает. Че, куда едем? Вот к тому столу. Ну как? Ох, там веселье. Ничего себе тут. Да, тут даже шампура вон. Пожалуйста, шампура, уголек, мангал с ножками, со всеми. Пожалуйста, собирайте, делайте. Это вот карьер. Оно уже озеро. Ой, холодненько. О, поломаем.
каминчик, я раньше не обращал внимания. Сколько яблок. Сколько лежит яблок. Угу. Ну, цветочки. Хачкар. Всем привет! Сегодня 13 апреля, на улице плюс 10 градусов. Шикарный день, такое яркое солнышко, синее небо. Но ветер сильный, конечно, дует, но нисколько он не мешает прогулке. Я иду, гуляю на обеде. Вот так вот. Класс, класс, класс. Всем привет! Сегодня 16 апреля. Я опять гуляю на обеде. И знаете, чем дольше гуляешь, тем замечаешь более такие необычные такие предметы, которые раньше не замечала. Вот смотрите, какие необычные здесь балконы. То есть они вот так вот дом, они выходят и видят противоположную сторону. Это вот 3 дома таких. Раз, два, три. 3 девятиэтажки. Кстати, не очень прикольно. Они выходят на противоположную сторону, а в середине балкон у соседа. И еще с другой стороны балкон. Ну и зачем его тогда сюда выступать?
Для каких целей? На соседа смотреть. Не очень интересно. Так, мы тут засекли 2 уточек. Ой, перышки начищают. Возьми. Не бойся.